Иааигәахоит ашықәс ҿыц, инхеит зынӡаск аамҭа маҷӡаны. Ишаԥу еиԥш, ашықәс ҿыц азы иаамҭоуп аҳамҭақәа рыҟаҵара. Абзиара шәымаз ҳаҭырцқәа телехәаԥшцәа шәара шәахәаԥшуеит адырраҭара аԥсуа цәазхо. Иаашәхәарц аба шәылшо аҳамҭа бзиақәа, иабарҭиуа мамзаргьы иабаҟарҵо ҷыдалатәи аҳамҭақәа. Ҳара иахьа шәзеиҭаҳҳәоит Аҟәатәи амебельтә фабрика арт мебель аҭоурых. Араҟа шәара ишәылшоит шәгәы иақәшәо аҳамҭа ҿашәҵарц. Ашықәс ҿыцаз ишаԥу еиԥш аҳамҭақәа рыҟаҵара иаамҭоуп. Хымԥада зегьы ирҭахуп акы иеиԥшым ҷыдала иҟаҵо ауаҩы лымкаала дзыргәырӷьаша аҳамҭа. Хаҭалатәи аҳамҭақәа ахьыҟарҵо аҭыԥқәа маҷым. Еиҳарак аҵыхәтәантәи аамҭазы анапҟазара аазырԥшуа ауааԥсыра рхыԥхьаӡара рацәахеит. Дара аус адырулоит амҿы, асаркьа уҳәа иуеиԥшым амаҭәахәқәа. Анри Абрамиан заанатла абнатәи абна-баҳчатәи нхамҩа инџьныруп. Ҩ-Нызқьи фба шықәса рзы далгеит Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет. Ирратә уалԥшьа анынаигӡа ашьҭахь ҳамҭакы изаанаҭала аус иуит. Ҩ-Нызқьи жәаҩа шықәса рзы аусура далагеит аҩны маҭәахь иҟарҵо афабрика арт мебель аҿы. Абар хәышықәса ҵуеит иара араҟа амҿы аус адиулуижьҭеи. Изначально занимался созданием фасадов, мебельных фасадов допустим, для кухонь, для различных шкафов и так далее. И вот с недавних пор стал заниматься той деятельностью, которая, скажем так, которую произвожу, определенные вещи, там свадебные декорации, различные сувенирную продукцию. Ну, вот так по чуть-чуть, с миру по нитке. Ну, в основном большинство моих работ выставлены на страничке в Инстаграме. Инстаграм — это хэштег креатив АБХ. В основном начал все с свадебных декораций. Многие заказчики, которые обращаются, хотят что-то индивидуальное, и некоторые из них, вот, допустим, в 2015 году был создан мною свадебный стол в виде рояля из, скажем так, элементов, которые были собраны воедино, и в итоге получился рояль. Было сделано небольшое пианино, практически в натуральную величину, оно, правда, не играет, просто как бутафория. Но тоже это все было создано для одного и того же дизайнера. Ну, некоторые дизайнеры обращаются, некоторые частные лица, которые хотят домой, допустим, встроенный стол письменный стол из МДФ или какие-то полки. По чуть-чуть режу имена, буквы, слова и так далее. Ну, сейчас вот новогодняя тема, многие обращаются либо оленя вырезать, либо санки сделать. В 2016 году такой пробный вариант был сделать вот такую вот игрушку из фанеры, ну, в основном в плоскости. То есть это не обработанный макет, то есть типа как сказать, просто заготовка. То есть чаны бзила, год, подвешивается сюда на ленточку. Обычно я красил их в 3 цвета, это белый, зеленый и красный цвет. Цвета, которые, скажем так, близки нам и нашему народу. Вот, сейчас делают почти точно такие же, только с изображением символа предстоящего года, с указанием года, 2018 год, как у нас желтой собаки, да? Да. Вот. Будут какие-то подставки, возможно, для бутылок шампанского, как бы одна уже есть, скажем так, тоже как в виде заготовки. Ну вот, в принципе. То есть заказы есть у вас на такие игрушки? Вы знаете, скоро Новый год, совсем скоро. Да, я знаю, на самом деле очень сложно готовиться к Новому году, когда обращаются частные лица и изготовить какие-то определенные вещи, которые необходимы тоже им для их работы, допустим, под тот же Новый год. Вот, поэтому сейчас, например, если знаете, с 23 по 24 число будет арт-маркет, да, там, где представлены различные изделия ручной работы, как бы на выставку-продажу. Вот. Там тоже вроде как зарегистрировался и собираюсь участвовать, но если ко мне будут часто обращаться частные лица, клиенты, то я, наверное, скорее всего, не успею что-либо туда представить из тех изделий, которые делаю сам. Ну а если все-таки успеете, то что, какую продукцию вы представите? Ну, в основном будет новогодняя тема, будут подсвечники, скорее всего, будут елочные игрушки. Ну, есть некоторые еще элементы, которые, скажем так, впервые увидите на арт-маркете.
Андрейсы шуксы ихала ирхует ако имя пырго арт-маркет. Яра ахуйчу ирдыгалу динапкам таквам. Яжа корыла уил шара бзиоп ахуйчу валыц дербаразы, игирти qarчочы сракварбаразы, ухазара айзар харазы. Сынта арт-маркет мепысвает хаджинджу арабсадкила хирургии комитета хабрачы. И шапой примепыслует уимш декабрь вивихпы и випшпы эрзы. Андрей усум такой хымпада вахины игует. В арт-маркете участвовал, если честно, не могу сказать точно, мне кажется, то ли в 2015 году, то ли в 2014. Вот. Ну, на самом деле интересно, если честно, больше всего встретиться с теми людьми, которые уже подали заявки на участие. На самом деле в Абхазии очень много умельцев, которые делают определенные вещи из различных материалов. Вот. И на самом деле и пообщаться как-то хочется, и немножко, можно даже сказать, отдохнуть от той повседневной работы, которая есть. Ну, попаду я на арт-маркет, попаду со своими изделиями. Нет, так приду просто посмотреть, что и как там будет представлено. Ну, интересно все-таки, да, до чего доходит творчество мастеров. И хочется на это посмотреть, какие-то новые идеи, да. Почерпнуть новых идей, да? Так? Такова цель. Полностью с вами согласен. Работать с деревом, это природный талант нужен? Или все-таки терпение и труд все перетрут? На самом деле второе, наверное, терпение очень много нужно для того, чтобы работать с этим материалом. Вот. Но на самом деле навыки тоже, я думаю, что нужны, хотя при всем при этом я, например, на это не учился. Это все в основном наш дорогой и уважаемый интернет, с помощью которого, скажем так, чуть-чуть информации там, чуть-чуть там, и потихоньку все это стало развиваться. Ну, я считаю, что знания нужны, потому что работа с некоторыми, скажем так, оборудованием, там, станками и так далее и тому подобное, которое все это может производить, знания в этой области, конечно же, нужны. Вот это, например, коробка, это коробка для вина, которая была сделана специально под нашу бутылку вина, которую выпускает наш государственный винзавод. В основном сделана была не только для местных жителей, но и для наших гостей, которые имеют возможность приобрести такие короба. Он, опять-таки, тоже не покрыт ничем, как бы, когда покрываем, обычно он вот такого шоколадного цвета. Сделано специально, чтобы людям было удобно. Здесь она обычно вот тоже вот на такой вот веревочке. Здесь крышка вот эта снимается, она полностью все разбирается. То есть ее можно полностью разобрать, допустим, для наших же гостей, которые приезжают, чтобы не везти это с собой, да, она полностью снимается, на все части разбирается, и там можно сложить вот так вот аккуратненько и забрать ее с собой. Вот. Это же немножко попроще, это чисто сейчас вот на Новый год. Она была сделана специально уже под бутылку шампанского, то есть бутылка вина немножко поуже, а шампанское пошире. Поэтому сюда она свободно помещается, держится вот на такой вот веревке. Ну, здесь она будет украшена, скорее всего, будет надпись «Чан Бзела». Как бы чисто такой тоже сувенир для наших гостей и также наших местных жителей. Вот. Чан Бзела еще, много Чан Бзела, да. Много, да, это просто были сделаны накладные элементы, попытка того, что куда можно это применить. И куда это можно применить? Ну, можно вообще ходить просто. Можно ходить, да, вот так вот, И держать в руках, да. Кому не нравится, давайте. Вот. А так, на самом деле, ну, вот вообще предполагалось вот так, но это будет смотреться не очень хорошо, да. поэтому, да, я решил этого не делать. Вот. Ну, как-то так. Ну и вот новогодние игрушки, конечно, да. себя вы не обделили. Нет, себя я не мог обделить, обделить, конечно же. Да, Вот. 2018 год. Да, Чан Бзела, 2018 год, вот с такими вот элементами. Ну, вот это окончательный вариант или еще? я думаю, это что уже да. Вроде бы покрасили. Я думаю, что да, но это пока еще нет. Это просто было покрашено, типа прогрунтовано, но финишным покрытием не вскрыто. То есть немножко погодя, все это будет доведено до ума. Вы знаете, я большинству своих клиентов отвечаю так: если кто-то обращается и хочет что-то индивидуальное, я прошу, чтобы они показали, потому что обычно они находят это в интернете и вот говорят, потом объясняют мне, что мы хотим там вот так, вот так, вот так. Я не всегда понимаю своих клиентов, это как бы может быть моя вина, поэтому я прошу, чтобы они мне присылали фотографию того, что они видели, и уже под их размеры индивидуальные мы это будем все подгонять. Иногда обращаются такие, которые хотят что-то индивидуальное. На самом деле у меня есть
многие, скажем так, клиенты, которые индивидуально на самом деле хотят что-то определенное. Вот, они довольно-таки грамотно изъясняются, грамотно объясняют, что именно хотят, как бы мы это делаем. Я не раз говорю «мы», потому что некоторые вещи, которые в основном такого корпусного характера или сборных конструкций, там домики для кукол, какие-то определенные крупные декорации, да, все это помогает мне мой коллега, которого на данный момент, к сожалению, нет, зовут его Владимир. Он сейчас находится у себя на родине, поехал, скажем так, по делам. Вот. Но в основном вот такие крупные работы мы выполняем вместе с ним. Андри усумҭақәа ҳарак зегьы инстаграм иҭоуп иахьатәи аамҭазы аинтернет даара ицхраакӡа дууп иҳәоит иара. Араҟа иусумҭақәа рӡыргара анаҩсангьы иара аидеиа ҿыцқәа иԥшаауеит, иԥышәа иациҵоит. Инстаграм аҿы ихадаҟьа имоуп, уи ахархәарала ауп иаҳаракгьы дшырԥшаауа. Цех в основном занимается, опять-таки, повторюсь, изготовлением корпусной мебели. Корпусную мебель изготавливают из таких материалов, как ДСП, а также МДФ. Ну, ДСП, чтобы люди понимали, это, например, у каждого в доме есть кухня, да, полностью корпус в основном собран из ДСП. А уже фасады, то есть шкафчики, которые открываются, они собраны из материала, который называется МДФ. Этот МДФ красится, этот МДФ покрывается пленкой. Пленки, ассортимент их достаточно большой. Здесь у нас есть оборудование, которое этой пленкой все покрывает. Вот. Ну, скажем так, помимо этого фанера, помимо этого дерева. Дерево есть клиенты, которые приезжают со своим материалом, потому что мы, например, очень редко беремся за какой-либо заказ, если этот материал доставляем мы. Потому что в Абхазии все-таки условия довольно-таки влажные, а в связи с этим материал не всегда хорошего качества. Поэтому получается так, что лучше всего, если сам человек привезет этот материал, и мы его обработаем, и получим из него все, что необходимо. Кроме таких материалов, как дерево, ДСП, МДФ, фанера, у нас есть еще стекольный цех, который занимается созданием определенных элементов для декора, например, те же шкафы-купе, которые делают либо просто установочные, либо встроенные под определенные размеры. Собираются они полностью из, значит, ДСП, а уже стеклянные витражи, да, сами двери, собираются в определенные профили либо со стеклом, либо с зеркалом. На этом зеркале мы можем нанести абсолютно любые узоры. Сейчас это у нас, скажем так, появилась возможность делать это на самом деле как бы на широкую ногу. То есть рисуют же, бывают, картины рисуют на стеклах или на зеркалах с помощью пескоструя. Вот то же самое можем теперь делать и мы. Вот как-то так. Арт-мебель афабрика иахьамҽхакы ҭбаала аус ауеит, араҟа аус рыдырулоит еиуеиԥшым амаҭәахәқәа. Иара ԥҵан ҩнызқьи жәаба шықәсазы ажәытә ҳаблаҿы. Абар шьҭабжь шықәса ҵуеит хәҿиарала аус ауеижьҭеи. Есааира иҭрыжьуа аҩны маҭәахәқәа рыхкқәагьы ирыцырҵоит. Ну, на самом деле, мебельная фабрика довольно-таки большая. Единственная, наверное, крупная на территории Абхазии, которая была создана в 2010 году. Фабрика, которая занимается производством мебели в основном корпусной, то есть из ДСП. Делают кухни, делают шкафы-купе, делают все необходимое, допустим, в кабинет, там письменный стол, компьютерный стол и так далее и тому подобное. То есть сырье, которое это вот ДСП, его привозят из, в основном, Краснодара, из Ростова, то есть заказывают на территории Российской Федерации. Ну, так как здесь у нас нет заводов, которые производят данный материал. Ну, в цеху работает человек 10-12 где-то приблизительно. Все они занимаются, ну, каждый в основном занимается своим делом. Там кто-то стоит за вот одним станком, кто-то стоит за другим станком. Здесь их несколько штук. Каждый делает в основном свою работу. Есть свои сборщики, которые мебель, которую производят непосредственно в цеху, они уже ее собирают. Собирают в основном, ну, как бы либо здесь вывозят готовую, либо, если что-то встроенное, то изготавливают непосредственно в том месте, куда они ее везут. На данный момент во главе замгенерального директора это Ашуба Дмитрий Нукзаревич, который в основном как бы все необходимое, все по заказам с государством или через частные лица аккуратно
все это осуществляет как бы он. У вас сегодня есть заказы, много заказов? В А, общем, по работе, на самом не деле, конкретно? нет, на самом деле, да, по цеху, если по фабрике считать, то да, их достаточно много. На данный момент фабрика совершенно недавно, кажется, завершила поставку определенных элементов по мебели в наш суд, который открыли на Красном мосту. Вот, некоторые элементы там, для судей, там, молоточки, кресла и так далее, частично были произведены здесь и частично были произведены в других цехах. Сейчас заказ есть, вот большинство корпусной мебели, которые вот ящики лежат, это в основном все идет на Абхазский государственный университет. Также, соответственно, фабрика принимает частные заказы, люди непосредственно приезжают сюда, здесь есть свои проектировщики, которые выезжают на место, замеряют, делают замеры, ну и потом тихо-тихо все пускают в производство. Ажәакала зегьы ирзеиԥшу анаҩсангьы араҟа ирыдыргалоит хаҭалатәи аусумҭақәагьы аныҳәамшқәа рзыламкаала иҟаҵо аҳамҭа иашьҭоу рзы ари зеиԥш ыҟам ҭыԥуп. Ишьҭаҳхыз аныҳәатә ҳамҭақәа ртема иазҵауа иахьатәи ҳҭыжьымҭаҿ ишәыдаагалоит даҽа нҵамҭак. Аҟәа иаатит аҳамҭақәа ахьырҭиуа даҽа дәқьанк. Араҟа аҳамҭақәа рнаҩсан шәара иаашәхәарц шәылшоит шәгәы иақәшәо ашәҭ ссирқәа. Ашәҭқәа ахьырҭиуа адәқьанқәа усгьы ирацәоуп ҳәа шәҳәар ҟалоит шәара, аха аԥшӡаразы еснагь аҭыԥ ыҟазароуп. Насгьы ахәа игәы иақәшәо алихыртә еиԥш аҭагылазаашьа изаԥҵатәуп. Ари инадапу аԥҳаҭ хәыҷы аахыс асахьаҭыхра бзиа илбон, еснагь рҿиара дадҳәалазар лҭахын. Ҭырқәтәыла аҵара лҵон, аха лзаанаҭ арҿиара иадҳәаламызт. Убри аҟнытә илыӡбеит лыԥсадгьыл аҿы лхатә уск далагарц. Иалылхит ашәҭқәа. Аха раԥхьа ашәҭқәа аус рыдызуло адизайнер изаанаҭ ала аҵара далгеит. Шьҭа лара илымоуп аԥышәа, адырра, флористк иаҳасаб ала аусауразы. Иаалыртыз адәқьанаҿгьы ҷыдала ашәҭқәа еидылкылалоит. Наши цветы привозят на самолете из Голландии, из Эквадора. Абсолютно любой сорт цветов мы можем привезти абсолютно с любой точки мира. То есть какой вы закажете, за один день этот цветок будет находиться здесь, и вы можете его забрать. У нас всевозможная фурнитура, очень стильная и красиво. Мы можем оформить букет. Так как я флорист, в принципе, это не составит мне труда вам сделать красивую композицию. У нас есть каллы, например, сиреневые. Это достаточно, я думаю, необычный цвет кал. Многие думают, что их покрасили, но на самом деле это их натуральный цвет. Орхидея у нас, цимбидиум называется, если по языку флористов. Вот. Ну, у нас пионовидные розы, вот роза капучино, кустовая роза, голландская роза, но она как бы есть у всех, но на нее большой как бы спрос. Потом, ну, в общем, у нас много всяких разных цветов, вы сами смотрите. Если у кого-то есть желание кого-то поздравить на какой-то праздник, у нас также действует доставка в любое время суток. Вы можете доставить цветы, прямо в квартиру доставляются, любой цветок, который вы хотите. Вот. И наш доставщик будет приходить в костюме, то есть как полагается, красиво вручать букет, также говорить поздравления при желании. Ну, то есть у нас будет сервис такой. Вот у нас фурнитура такая для цветов. Сейчас очень модно дарить букеты в коробках. Это называются шляпные коробки. Также есть вот такие люльки, если на выписку можно ребенка, вот такие люлечки, там тоже делается цветочная композиция. Если ребенку дарится букетик, можно, вот сейчас модно стало маленьким детям в таких маленьких всяких коробочках дарить букетики. Это очень мило и, в принципе, получается недорого. То есть у нас будут очень приемлемые цены, так что приходите. Вообще в Абхазии, честно говоря, предпочитают голландские розы, потому что это классика, все их любят. Их можно и на похороны понести, и на любой праздник понести. То есть голландские розы, как бы, это большее предпочтение. Но также сейчас молодежь очень любит пионы. Вот. Сейчас не сезон пион, поэтому, к сожалению, они очень дорогие, но мы все равно их привозим, потому что спрос на них все-таки есть.
Также у нас очень скоро, в ближайшую неделю, будут живые бабочки, которые можно также подарить в подарок. Будут абсолютно любых видов, любых расцветок. Их кладут также в коробочку. На свадьбу можно открыть коробочку, они красиво очень вылетают. Также есть шляпные коробки с прозрачной крышкой. Туда кладется бабочка и красиво там в коробочке порхает. Помимо цветов у нас очень много подарков. Елочные игрушки, очень много ручной работы вещи. Вот у нас очень много в Абхазии мастериц, которые делают что-то ручной работы. Куклы, например, елочные украшения, подушечки вот для детей также. Вот, венки ручной работы, которые я сама делала. То есть у нас очень много интересных подарков в магазине. Мы решили назвать нимфа, это как бы международное название цветочной феи, поэтому, вот так мы решили. Ждем всех в нашем магазине, будем очень рады, если вы придете. У нас действует система скидок, у нас есть подарочные сертификаты. Вы можете приобрести, подарить кому-то, и человек сам выберет себе подарок. Очень ждем вас всех, приходите. Чаны бзела и шедесныхалет яю ашуксчиц. Ашьҭқәа хьырҭиуа адәқьан нимфа аартуп Аҟәа аидгылара мҩаду аҿы. Иара иаразнак ауаҩы илаԥш иҵашәоит ԥшшәы рацәала еилаԥсоу аҳаракқәа рыбзоурала.